Добрый день, уважаемые коллеги, члены Совета, представители министерств и ведомств, приглашенные. Сегодня мы проводим заседание Совета по противодействию незаконному обороту наркотических средств при президенте Республики Абхазия. Тема, которую мы обсуждаем, имеет не только криминальный, но и глубокий социальный, медицинский и нравственный характер. От эффективности нашей совместной работы зависит здоровье нации, безопасность государства и будущее молодого поколения. Наркотическая угроза сегодня приобретает все более опасные формы. Наркорынок активно пополняется синтетическими наркотиками, психотропными веществами, поступающими через трансграничные каналы. При этом меняется и сама структура наркопотребления. Все большую тревогу вызывает распространение так называемой аптечной наркомании. Речь идет о злоупотреблении препаратами, которые формально находятся в легальном рынке. По официальным данным, на учете в Республиканской наркологической больнице, диспансере состоит более 1600 человек с диагнозом наркомания. Для нашей страны это серьезная цифра, и особенно тревожит то, что наиболее уязвимой категорией остается молодое поколение. Мы обязаны прямо признать, проблемы наркомании – это уже не вопрос отдельных преступлений, это вызов для нашей демографии, общественному здоровью, экономике и национальной безопасности. За последние годы правоохранительными органами зарегистрировано и раскрыто более 1350 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Изъяты десятки килограмм наркотиков и психотропных веществ. Но наркопреступность находит все новые методы, применяя и современные технологии, интернет-платформы, мессенджеры и систему так называемых тайников и закладок. В этих условиях государство обязано действовать системно и последовательно. Мы приступили к формированию новой государственной политики в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и лечения наркозависимости. Ее ключевая цель – защита населения, прежде всего молодежи, от вовлечения в наркопотребление и связанную с ним преступную деятельность. Эта работа должна вестись сообща и по нескольким направлениям. Первое – усиление правоохранительной деятельности и межведомственного взаимодействия. Необходимо укреплять координацию между МВД, Министерством здравоохранения, таможенными органами, прокуратурой и судебной системой. Особое значение имеет развитие взаимодействия с российскими коллегами в части оперативного обмена информацией и пресечения каналов поставок наркотиков. Второе. Совершенствование законодательства. Мы должны ужесточить контроль за оборотом сильнодействующих и психотропных препаратов, исключить бесконтрольный отпуск лекарственных средств, усилить ответственность за нарушения в этой сфере. Хотел бы отдельно отметить и призвать ваше внимание к судебной практике. Мы сталкиваемся со случаями пересмотра приговора лицам, осужденным за тяжкие преступления, связанные со сбытом и ввозом наркотиков. Подобные решения вызывают серьезную общественную обеспокоенность, серьезный резонанс и подрывают доверие граждан к принципу неотвратимости наказания. Здесь необходима принципиальная государственная позиция. Пользуясь случаем, Роберт Витальевич, я поручаю вам собрать материалы, собрать те решения, принятые судебными органами, пересмотра пересмотра приговоров лицам, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в части за перевозку наркотических средств
на территории Республики Абхазия. К сожалению, такие факты имеются и уже носят не единичный характер. Мы не можем говорить о наказании, мы не можем говорить о том, что перед законом все равны, если часть этих людей избегают наказания. Прошу собрать всю информацию, аналитику. Мы, я думаю, что должны и представить на суд общественности. Уважаемые коллеги, третье направление – профилактика и реабилитация. Если мы хотим добиться реальных результатов, начать нужно со школы, семьи, университета. Формирование устойчивого иммунитета к наркотикам – это вопрос воспитания, просвещения и ответственности в целом всего общества. Необходимо разработать единые образовательные и профилактические программы, расширить информационную работу, вовлечь в нее педагогов, врачей, преподавателей, общественные организации с возможностями средств массовой информации. Одновременно государство обязано создавать эффективную систему помощи людям, оказавшимся в зависимости. Мы должны развивать механизмы первичной помощи, лечения, реабилитации и социальной адаптации наркозависимых людей. Уважаемые коллеги, перед нами стоит задача государственной важности. Только при слаженной и профессиональной работе всех органов власти, правоохранительной системы, прежде всего медицинского сообщества и общества в целом, мы сможем добиться реальных результатов. Решимость государства в борьбе с наркоугрозой должна быть последовательной, твердой и безусловной. Прежде всего, хочу поблагодарить участников за конструктивную работу и реализацию порученных направлений в рамках нашей совместной работы. Современная ситуация требует консолидации усилий всех органов государственной власти, правоохранительных структур, системы здравоохранения, образования и общественных институтов. В последние годы отмечается тревожная тенденция числа лиц, страдающих наркотической зависимостью, включая зависимость от рецептурных препаратов, таких как прегабалин, как кабаметин и их аналогов. Формально, находясь в легальном обороте, эти препараты становятся предметом злоупотребления, что влечет тяжелые медицинские и социальные последствия. Параллельно фиксируется активизация незаконного оборота наркотических и психотропных средств, включая новые синтетические соединения. Проблему усугубляют недостаточный уровень межведомственного контроля за назначением и отпуском рецептурных препаратов, отсутствие единой профилактической политики образовательных учреждений, необходимость модернизации республиканского наркодиспансера, созданием на его базе площадки для оказания первичной медицинской наркозависимости. В случае злоупотребления при установлении инвалидности по признаку наркозависимости. Мы приступили к формированию новой государственной политики Республики Абхазия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и лечения наркозависимых. Ее ключевая цель – защита населения, прежде всего молодежи, от вовлечения в потребление и преступную деятельность, связанную с наркотиками. Это переход от разрозненных мер к системной и долгосрочной стратегии, где на первом месте человек, его здоровье и будущее. Внешним направлением этой политики должны стать профилактика, медицинская помощь, реабилитация и правовое противодействие. Отдельное внимание требует вопрос судебной практики. О чем вы говорили, мы сталкиваемся с такими фактами, когда лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с незаконным ввозом и сбытом наркотиков, добиваются пересмотра переговоров или смягчения их наказания. Подобные случаи подрывают доверие граждан к правосудию и снижают превентивный эффект наказания. Здесь необходима принципиальная позиция вплоть до законодательных инициатив, исключающих возможность пересмотра приговоров по данной категории преступлений. Закон должен быть строг, но справедлив, а ответственность неотвратимой.
Государство – это не только сила, закон и наказание. Мы исходим из того, что борьба с наркоманией невозможна без развития системы реабилитации и ресоциализации. Эффективное извлечение в условиях той социальной среды, где формировалась зависимость, как правило, не приносит устойчивый результат. Именно поэтому более рациональным, перспективным решением является организация первичной помощи и отбора пациентов на базе республиканского наркодиспансера с последующим направлением на реабилитацию специализированных центров на территории Российской Федерации, где обеспечены условия для конфиденциального, профессионального, эффективного восстановления личности. Одновременно важно устранить злоупотребление при установлении инвалидности по наркозависимости, исключив случаи необоснованного получения статуса инвалида для ухода от профилактических мер. Однако, если мы хотим победить наркоманию, начинать нужно со школ, с семьи, с университета. Формирование устойчивого иммунитета к наркотикам – это воспитание, просвещение и культура. Необходимо разрабатывать единый методический материал для всех уровней образования, от средних школ до университетов, включающие модули по формированию здорового образа жизни, личной ответственности и социальной зрелости. Уважаемые коллеги, мы стоим перед задачей государственной важности. Благодаря оказываемой поддержке президента Республики Абхазия и при слаженной, четкой координационной работе всех ведомств мы сможем добиться реальных, ощутимых результатов в борьбе с наркоугрозой. Решимость государства в этом процессе должна быть безусловной и последовательной. Спасибо. На территории Республики Абхазия сохраняется устойчивая тенденция незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, что продолжает представлять серьезную угрозу национальной безопасности, общественному здоровью и социальному благополучию населения. Наркорынок продолжает формироваться за счет контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, поступающие с территории Российской Федерации на территорию Республики Абхазия, а также транзитных поставок через Российскую Федерацию. Основными видами поступающих веществ являются метадон, мефедрон, амфетамин и метамфетамин. Контрабандные поставки осуществляются через государственную границу по реке Псоу с использованием автомобильных перевозок под прикрытием легальных грузов и товаров, в том числе большегрузным транспортом по устанавливающимся логистическим маршрутам. Наряду с этим для организации контрабандных поставок наркотических средств используются возможности почтовой и экспресс-курьерской доставки. Значительное влияние на оперативную обстановку оказывает деятельность организованных преступных групп, в большинстве состоящих из граждан стран Средней Азии и Российской Федерации. Заметное участие в распространении наркотиков на территории Республики Абхазия преступных группировок, состоящих и из наших граждан. Основная часть наркопреступлений совершается с использованием информационно-телекоммуникационных технологий интернет-магазинов, блогов, форумов, а также мессенджеров WhatsApp и Telegram, обеспечивающих анонимное взаимодействие между участниками преступных схем. Распространение наркотиков осуществляется преимущественно через систему так называемых тайных закладок. За период с 2020 года по настоящее время возбуждено, зарегистрировано и раскрыто более 1352 наркопреступлений. Из них только за сбыт нами привлечены к уголовной ответственности 176 граждан. И более 5 человек объявлены в розыск на территории Российской Федерации, где они и находятся на данный момент. Изъято более 21 килограмм синтетических и психотропных веществ, порядка 49 килограмм наркотических средств растительного происхождения и более 25 тысяч корней наркосодержащих растений.
Благодаря проводимым правоохранительными органами Республики Абхазия мерам удалось обеспечить контроль за развитием ситуации в сфере незаконного оборота наркотиков и добиться положительной динамики в раскрытии преступлений данной категории. Однако в большинстве случаев в ходе рассмотрения уголовных дел исключительно по статье Уголовного кодекса статьи 224 и 224 часть 1 Уголовного кодекса ранее вынесенные приговоры были пересмотрены, изменены в сторону смягчения наказания с применением положений статьи 57 Уголовного кодекса Республики Абхазия. По некоторым делам имели место оправдательных приговоров. Далее. С учетом высокой общественной опасности преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, представляется необходимым рассмотреть вопрос о законодательном ограничении возможности пересмотра приговоров по указанной категории преступлений. Во избежание пересмотрения ранее вынесенных судебных решений для смягчения наказания в виде уменьшения срока наказания, а также условия УДО, усилить и систематизировать контроль за исполнением судебных решений, связанных с сбытом и ввозом наркотических средств. Для повышения эффективности оперативно-розыскной деятельности в отношении лиц, организующих контрабандные каналы поставок наркотических средств с территории Российской Федерации в Республику Абхазия, считаем необходимым наращивать взаимодействие с российскими коллегами в части оперативного обмена информацией и согласования совместных действий по пресечению преступлений. Предлагаем создать межведомственные рабочие группы, не ограничиваясь приграничными территориями, из числа должностных лиц с обоих сторон, наделенных полномочиями для оперативного обмена информацией и оперативного принятия решения в противодействии установленным наркоканалам, организаторы, которые находятся на территории Российской Федерации и осуществляющие сбыт на территорию Республики Абхазия. Установлено, что на территории Республики Абхазия наркоторговцы осуществляют сбыт наркотиков, используя платежные системы российских банков, зарегистрированные на подставные лица, отследить которые с территории Республики Абхазия практически невозможно, что затрудняет работу правоохранительных органов. В связи с чем необходимо всевозможное содействие наших российских коллег в заключении договора о сотрудничестве для использования возможностей Росфинмониторинга. Путем прямой связи, которой осуществляется взаимодействие, ведет информационный обмен с компетентными органами ряда государств и международных организаций. Наркопреступность не стоит на месте. Развиваясь, она использует изощренные способы сокрытия собственной противоправной деятельности, используя при этом всевозможные функции телефонии и интернета, а также разного рода мобильные приложения, что диктует необходимость Министерства внутренних дел Республики Абхазия на примере наших российских коллег реализация системы оперативно-розыскных мероприятий, так называемый СОРМ, утвержденной законодательством Российской Федерации для обеспечения государственной безопасности и успешной борьбы с преступностью, которая предполагает обеспечение доступа оперативным органам к информационной базе сети интернет-связи, включая персональные данные абонентов. Оперативное получение вышеуказанных данных имеет важное значение в противодействии наркопреступности. В УКОН Министерства внутренних дел укомплектован полный штат сотрудников. Однако для более эффективной работы этого недостаточно. Функциональные обязанности УКОН распространяются по всей территории Республики Абхазия. Имеющий штат критически недостаточен. В городских управлениях и районных отделениях внутренних дел нет отдельных подразделений УКОН. В связи с чем считаем необходимым для более эффективной работы расширить штат в городских управлениях внутренних дел по всем горрайонам. Кроме того, для дальнейшего повышения эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков представляется необходимым
совершенствовать технические средства наблюдения, увеличить срок хранения видеозаписей с камер видеонаблюдения, установленных на дорогах и в городах, до не менее 7 суток за счет расширения серверов мощностей интернет-провайдеров. Кроме того, объединить базы данных камер видеонаблюдения указанных провайдеров с предоставлением общего доступа оперативным службам центрального аппарата Министерства внутренних дел. В городах Республики Абхазия установить камеры видеонаблюдения с повышением качества и программой распознания лиц, усилить контроль за медицинским оборотом психотропных препаратов, ужесточить контроль за назначением врачами препараты лирика и прегабалин. В связи с ростом распространения среди наркозависимых препарата нейрантин, действующим веществом, которое является габапентин, рассмотреть вопрос о внесении габапентина и его аналогов в список запрещенных веществ, соответствующим обновлением нормативной базы. Так как нейрантин сегодня не запрещен в свободном обороте, ее могут приобрести все. Несмотря на положительную динамику, уровень наркотизации населения страны продолжает представлять серьезную угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ остается одной из приоритетных задач государства. Успех в данной сфере возможен только при комплексном подходе, включающем совершенствование законодательства, укрепление межведомственного взаимодействия и повышение уровня правосознания граждан. Спасибо за внимание. В предложениях начальника УКОН мы услышали несколько новых возможностей для улучшения качества работы и самого управления. Давайте попробуем рассмотреть и это создание дополнительных штатов, взаимодействие с российскими коллегами, создание некой площадки рабочей группы по взаимодействию российских и абхазских органов. Разрешите по данному вопросу коротко. Действительно, мы этот вопрос уже начали его прорабатывать, но столкнулись с определенными трудностями, так как вы знаете, что наша штатная единица согласовывается согласно нашему соглашению по софинансированию с российской стороной, и увеличение там не предусмотрено. Пытались сделать как-то перенаправить единицы, которые у нас имеются, и увеличить штат. Тоже там есть свои юридические проволочки. Ну, с этим вопросом, конечно, желательно было бы разобраться и решить, и принять общее решение для того, что мы сегодня видим, что отсутствие в районных подразделениях сотрудников, представляющих это направление, серьезно влияет на общую работу, потому как все-таки и работа ведется только с центрального аппарата. Все остальные подразделения направлены на свою, скажем так, деятельность. И вот у нас есть такие вот трудности в этом направлении. Ну, согласен с тем, что нужно расставлять приоритеты. В рамках работы Министерства внутренних дел неприоритетных направлений нет, но с учетом тех угроз и вызовов в связи с незаконным оборотом наркотических средств, объемов, надо будет особое внимание уделить и созданию условий для работы по борьбе и управлению. Давайте всегда подумаем, представьте предложения. Да. Эти штатные единицы не всегда были как представители УКОНа, так и УБЭПа, были по всем районным подразделениям. Какое-то время провели, так скажем, сокращение кадров, и я считаю, предельно нецелесообразно они были ликвидированы. Влияние наркомании на здоровье населения проявляется в росте хронических заболеваний, снижении трудоспособности, увеличении числа психических расстройств и росте преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Согласно официальным данным Министерства здравоохранения Республики Абхазия, как выше отмечали, по состоянию на 2025 год на учете в республиканском наркодиспансере состоит более 1694 человек с диагнозом наркомания. И отмечается устойчивый рост заболеваемости. Итак, в 2023 году количество составляло 1486 человек, в 2024 году 1580 человек и, соответственно, в 2025 году 1694 человека.
Наиболее уязвимой категорией остается молодежь в возрасте от 18 до 35 лет, среди которой увеличивается распространение синтетических психоактивных веществ. И в последние годы изменился и характер наркопотребления. Наблюдается снижение употребления традиционных опиоидных веществ, и при этом возрастает доля синтетических наркотиков, которые сложнее выявить и контролировать из-за их изменяющегося химического состава. Кроме того, фиксируются случаи немедицинского использования сильно действующих лекарственных препаратов, в частности, содержащих кодеин, трамадол, бензодиазепины, а также препараты, применяемые в психиатрии. Считаем, что в последние десятилетия проблема аптечной наркомании приобрела особую актуальность. Но если раньше основными источниками зависимости были наркотические вещества, в настоящее время это нелегальные препараты. Зависимость развивается из-за злоупотребления лекарственными средствами, которые свободно продаются в аптеках в настоящее время. Такая форма наркомании особенно опасна, поскольку создает иллюзию безопасности. Ведь речь идет о препаратах, медикаментах, которые назначаются врачами в обычной практике и продающихся легально. Для эффективного противодействия аптечной наркомании, как нам кажется, необходим комплексный подход. Первое – пересмотр перечня подконтрольных веществ путем внесения изменений в законодательство, ужесточающий контроль за оборотом не только наркотических и психотропных средств, но и сильнодействующих веществ, а также прекурсоров, использующихся в фармакологии. Второе – включение в перечень подконтрольных препаратов, получивших распространение в сфере злоупотребления, например, габапентин. Введение законодательных ограничений путем установления запрета на безрецептурный отпуск ключевых групп препаратов, потенциально способных вызвать зависимость. Это кодеин, содержащий трамадол и ряд транквилизаторов. Введение административной уголовной ответственности для фармацевтов и провизоров за нарушение правил отпуска лекарственных средств, а также регулирование деятельности врачей. Установить строгие правила выписки рецептов на лекарства, подлежащие предметно-количественному учету. Это бланки строгой отчетности с защитой от подделки. Проводить регулярный аудит назначений врачей, выписывающих большое количество подконтрольных препаратов. Профилактические информационные меры, как выше было сказано, это работа с медицинским сообществом, в том числе путем проведения образовательных семинаров для врачей, фармацевтов по вопросам выявления признаков злоупотребления и зависимости, а также по правовой ответственности. Информирование населения. Это запуск социальной рекламы, информационных кампаний о рисках развития зависимости от аптечных препаратов, разъяснительная работа о том, что бесконтрольный прием таких лекарств не менее опасен, чем употребление классических наркотиков. В части существующего порядка отпуска наркотических средств следует отметить, что в силу отсутствия специальных рецептурных бланков с соответствующей степенью защиты, временно в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики от 5 июля 2010 года под номером 72О выдача наркотических средств амбулаторным пациентам осуществляется на основании письма медицинского учреждения за подписью главного врача или лица его заменяющего, скрепленной гербовой печатью медицинского учреждения. И в настоящее время Министерством здравоохранения Республики прорабатываются пути решения проблемы, связанные с обеспечением госмедицинских учреждений Республики Абхазия специальными рецептурными бланками для выписывания наркотических веществ. В целом считаем, что эффективное противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ невозможно без скоординированных действий различных госструктур. Важную роль играет взаимодействие правоохранительных органов здравоохранения, системы образования, социальных служб, в связи с чем считаем необходимым усилить межведомственное взаимодействие между Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел, Государственным таможенным комитетом, прокуратурой Республики Абхазия с целью обмена оперативной информацией о выявленных случаях незаконного оборота наркотических сильнодействующих веществ. Также организовывать регулярные проверки аптечных учреждений с целью выявления фактов нарушения правил отпуска рецептурных и психотропных лекарственных препаратов.
Также развивать лабораторную базу и материально-техническое обеспечение наркологических и судебно-химических экспертиз, что позволит оперативно выявлять новые синтетические соединения вещества, не входящие в действующие перечни. Ну, также на местах, в поликлиниках, там, где идет выписка рецептурных бланков, ну, как правило, наркозависимые чуть агрессивные, там идет нажим, запугивание докторов, которые, ну, не очень защищены. Может быть, как-то изыскать возможность каких-то охранных мероприятий дополнительных в поликлиниках и в стационарах. Вы знаете, действительно, эта проблема очень серьезная, когда врачи под натиском зависимых людей вынуждены выписывать, значит, аптечные наркотические средства. Очень часто на это жалуются, в том числе и наши врачи, медики, которые обращаются в разные правоохранительные органы. Говорят, значит, давайте сделаем так. Во-первых, считаю, что обязательно необходимо применить механизм внесения в список, дополнить список запрещенных препаратов для свободного, значит, для свободной продажи, да. Первое, надо пересмотреть. Второе, все те, кто имеют доступ к отпуску наркотических средств, их надо обеспечить возможность свободной работы, значит, защищенности определенной. Без этой поддержки они точно сами не справятся. Давайте мы, когда мы говорим о скоординированности взаимодействия между ведомствами, как раз таки имеется в виду и это направление тоже.